название здесь у них старинное, да? Ну, Ларнака у нас это древний в 9 веке. Когда прилетели, здесь город в Величине, проживает 80 тысяч населения. В 9 век до Рождества Христова был основан этот город. И уже когда была турецкая Османская империя в 16 веке, это они переименовали, это была столица, тогда с 16 по 19 век, столица Кипра. Ну, вообще сама история идет, это не будем уже брать те, которые 9 тысяч лет назад первые неаполиты были. Ну, начнем с греков, которые, это ахейцы, которые прибыли на Кипр. Это после Троянской войны. Почему у нас здесь второй, основной язык греческий? Это вот ахейцы после Троянской войны. Они были, конечно, героями, но они разгневали богов, каждый из них по-своему. Вот. И у них после войны приключились не очень приятные истории. Сохранить свой флот. Он попал в сильнейший шторм, и его флот был разбит в Кипре. И он, высадившись на Кипре, основал город Пафос. Алкинор, Солы, Девкар не мог предотвратить смерть брата. Брат его Аякс, который боролся за доспехи бога Эфилиоса между Одиссеем. Одиссей победил, и он покончил жизнь самоубийством. Когда Девкар это рассказал отцу, тот его изгнал из родного города. Так он, приехав на Кипр, основал город Саламис. Это мы говорим 1200 лет до Рождества Христова. Сначала эти были города, государства, потом уже Августин, который как бы объединил эти все города, построил флот. Вот. И потом начинается римский период, это 50 лет до Рождества Христова. Все управление начинается. И до 12 века. Все управление было в Константинополе, но здесь были так называемые духи, наместники Кипра, которые здесь проживали. В Пафосе у нас сохранились в Пафосе мозаичные полы, вот именно как бы резиденция вот наместника Кипра. У нас там 4 дома, один из домов называется Дом Тесея, там мозаичные полы по тематике, как Тесей убивает Минотавра, Нитириандры. Вот, и он стоит прямо на берегу. Там он тогда был наместник Кипра, римский наместник Кипра. Ну и до 12 века, в 12 веке Ричард Львиное Сердце, я вам сегодня покажу замок его, Ричард Львиное Сердце, он проходил в Третий крестовый поход, захватив по дороге Сицилию, там обвенчался с принцессой Беренгарией Наварской и ушел в Иерусалим, чтобы пожениться. Но так случилось, что у берегов Кипра, у Амасонты, под Лимассолом, эти корабли, на котором была принцесса, сестра Ричарда, Иоанна Сицилийская и их свита, эти 3 корабля попадают в сильнейший шторм, и тогдашний наместник Кипра, римский наместник Кипра, помнит, не дает должного уважения принцессам и захватывает их в плен. Ричард не сразу заметил пропажу 3 кораблей, но когда он заметил, он нашел, что вот у Амасонты крушение, он тогда начал вести переговоры с помненным римским наместником Кипра. Тот не хотел просто так отдавать принцесс, тогда Ричард захватил весь Кипр в течение месяца. Это мы говорим 1191 год, апрель-май. И 12 мая 1191 году у нас была коронация. Это единственная коронация
у нас, Ричард не остается на Кипре, он продает остров за 100 тысяч динаров. Это тамплиерам. Они сразу, как заплатили эту сумму Ричарду, они облагают местное население большими налогами. Но чтобы как бы отбить себе денежки, местное население поднимает восстание, и тамплиеры не смогли удержать остров, и они, чтобы избавиться от него или что-то выручить, они продают французам остров. Так приходят, это 1192 год, настоящий год, так приходят в 12 веке французы, это луизианцы, династия луизианцев, они здесь были 300 лет, до 15 века. В этот период на Кипре был самый высокий экономический подъем. Они построили себе город Лидру. Это современная Никосия, то есть именно вот старый город Лидра, где вот эти высотные стены.